Вертолет из Дагестана прибывает в указанный срок. На нем транспортируют троих детей, получивших сильные ожоги. ДРКБ впервые принимает санавиацию. Ситуация обязывает. Медлить нельзя. Трехлетний Абдулла Гураж вместе с Сайфулой получили сильные ожоги тела. Абдулла еще легко отделался по сравнению с младшим братом, которому нет и 2 лет. Его состояние хоть и стабильное, но ожоги очень серьезные. Сайфулла сейчас находится в реанимации. Один из мальчиков опрокинул на себя чайник с горячим кипятком. Она была в другой комнате, а он зашел в кухню. Там чайник стоял, уже кипяченый, отключенный стоял. Он открыл дверь, газ пошли, и открыл, чтобы из окна выглянуть. Он перевернулся, и газ психал пьяниц. У младшего ребенка ожоги общей площадью до 30%. Третья область степени большой дефект на области бедра, который требует оперативного лечения. Также в период лечения у ребенка открылась стрессовая язва. Вместе с Гуражевыми к транспортировке готовится и семья Цуровых. 8-месячный Адам получил контактный ожог лица и руки. Когда мама отошла на несколько минут, спящий ребенок перевернулся на бок и застрял рядом с отопительной батареей. Сейчас он находится в отделении травматологии и ортопедии ДРКБ. Реконструктивная пластическая операция предстоит, в связи с чем, так как у нас условий на данный момент наша клиника не предполагает таких условий на такие реконструктивные операции, мы планируем их перевод. В детской республиканской клинической больнице маленькие пациенты находятся около 2 недель. Врачи отмечают, ждали, пока состояние детей стабилизируется, чтобы подготовить их к транспортировке. После консультации главного внештатного комбустиолога по СКФО сейчас перенаправляется в отделение комбустиологический центр, находящийся в городе Махачкала. Готовят к отправке маленьких пациентов вместе с ингушскими коллегами врачи-реаниматологи из Дагестана. Путь предстоит хоть и недолгий, но ответственный и сложный. На скорых детей везут к вертолетной площадке. И будут госпитализированы в ожоговый центр в дальнейшем уже для решения вопроса о пересадке кожи. Состояние стабильное. Я думаю, проблем в транспортировке не должно быть. ДРКБ впервые применяет санавиацию. В дальнейшем при таких же ЧП этот метод будет активно практиковаться. Вертолет по нас проекту заложен санавиации рейсер. Дуагдия бирж дорой. Махачкалинский ожоговый центр и федеральный транспортирует это. Вместе с детьми в сопровождении едут не только местные и приезжие реаниматологи, но и по одному из родителей. Впереди детям предстоят сложные операции и долгий курс реабилитации. Вертолет взлетает ровно через час. Он должен приземлиться в Дагестане, откуда дальше детей транспортируют в республиканский ожоговый центр. Зелимхан Калоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.